Так. Вот так что ли по прямее, да? Это так, сейчас. Выше хочу поднять, чтобы она не падала. Я здесь туманлар. Так. Вот, короче говоря, как обычно, справа YouTube, слева TikTok. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Туслар туганлар. Ну, решил выйти на эфир, как и говорил, что у меня пока нету возможности выходить туда-сюда, короче. И я вышел сказать на эфир, сяду. Ой, сяду. Что можешь сказать? Начнем, наверное, с того, что произошло вообще. Ну, произошло то, что должно было произойти. Получается, правительство местное, ну так местное, вот этот общажное, короче, офис, социальники и так далее, перевели меня в другой лагерь. Почему? Потому что у нас произошел инцидент. Ураза тамак крыла, всякий, как это, воду нельзя же пить, и это киши в горле. И получается, вот это упал, да? Сейчас, секунду, что-то оно не стоит, вот это, не толкает. Телефон выпадает. Получается, так, время у вас 6, да, у нас время 2. Ну, решил сделать эфир, а то обещал же. Получается, меня перевели в другой лагерь. Кто-то сразу мог бы переехать сюда, но, видите, я попал в какую-то тюрьму, так сказать. Я вам говорил всегда, что я в тюрьме, чертовой и так далее. И поэтому, как бы, ну, что я хочу сказать. Из-за того, что я подцапался, получается, со своим соседом, хорошо, как говорится, я ему еще лещей не надавал, так сказать. Меня резко, короче, обвинили, можно сказать так, что типа я его тронул, короче, он на меня, наверное, там нажаловался, орал там, он прям, спасите, короче, как будто его кто-то насилует. Короче говоря, дал я ему, как сказать, дал я ему уже наказание, да, так сказать, вышвырнул я его с комнаты. Как говорится, и таким образом у нас произошел инцидент этот. Поэтому я не смог выйти на эфиры и так далее. И вот у меня началась эта вся движуха то ли 9, то ли 10 марта. И мозга мне начали канифолить. Как-то так. И сейчас перевели меня в какой-то лагерь огромный, тут тоже дофига людей, типа гостиница, типа что-то в этом роде. Надеюсь, меня слышно? Мухаммад, ассаламу алейкум, что-то не видно, что люди есть. Вообще что-то YouTube не моросит, короче. То ли бан YouTube, я не знаю. С главного YouTube решил я выйти. Ну, получается, за то, что там грязнули этот иранец, получается, так сказать, человек не хотел жить, поэтому, спасибо, поэтому я ему как бы дал, ну, так сказать, урок, можно сказать так, урок. Хайрлы күн, я рахмат. Эстилип турсун. Эстилип. Получается, иштилип турсун. Иштиля, все, понял. Думаю, что за это иштилип турсун. Рахмат. Да, вот с этим ютубом я не знаю, что произошло. Может, потом подсядут. Короче говоря, 2 недели, что ли, или недели, я не знаю, по-разному все говорят. Короче, я буду находиться здесь, чтобы в одном лагере с этим
ихнему меркам пострадавший. Он пострадавший, а я нападающий. Прям футбол. И вот, поэтому как бы человек, который не мог нормально жить в комнате, при том еще он шиит, который вообще игнорировал все то, что я там нахожусь, жил как бы эгоистично, жил как бы пытаясь меня унизить. Меня это все надоело. Ну сколько можно терпеть? Я протерпел 3 месяца. Соседи сомалийцы тоже говорили, что ты пипец выдержал его, говорит. Там, говорит, от силы, говорит, 2-3 дня жили, говорит, раньше люди. А ты, говорит, вообще выдолбил конкретно все нормы, говорит, пережил. И может даже это социал знает об этом, то, что с этим ублюдком нельзя жить. И поэтому таким образом последнее накипение было у меня как происходило, что потом все обвинения на меня не пошли, решил это тоже на эфире рассказать. Почему? Потому что меня это все взбесило, меня до сих пор все это бесит. Никто ничего не проверял. Типа я его волку порвал, и еще, оказывается, у него на груди получились синяки. Откуда? Если я его не бил еще. Вот это удивило меня. Накатали иногда, короче. Я думал, только в России такие липовые обвинения катают. И здесь катают. Вот вам нахрен Нидерланды, где катают всяких хрень, блин, пишут. От его слов. А может он скажет, там его хотел убить, там, может, или что-то в этом роде. Это все можно написать. Вот такой ублюдочная, как сказать, страна, которая даже ментов не вызвали. Даже ментов не вызвали после этого, чтобы проверить его там телесные повреждения, если они вообще есть. Понимаете? И вот на этой почве меня притащили сюда. Теперь работает вроде бы, работает. YouTube работает. И вот, Рахматзур, и вот получается, за то, что я ему, так сказать, по-русски можно сказать, лещей дал, но я ему даже лещей не давал. Просто я его как бы за шкирку вот так взял, вот так, и вытащил из комнаты к сомалийцам в коридор, где я сидел, постоянно эфиры с вами вел. Вытащил я его вот туда, и чтобы он там орал, там, как девочка, хоть что-то он делал, я говорю, вот при всех. И даже при этом они пытаются на меня навешать какую-то херню. То, что я его там пытался избить, или избил даже, или что, короче, вот это. Ну, альхамдулилля, короче, меня выселили, я сейчас нахожусь в другом месте, все нормально. Но здесь нужно отмечаться. Типа, оказывается, сегодня тоже будили, в 11 с чем-то пришли, говорят, почему вы не отмечались? Я откуда знаю, говорю, отмечаться или что? Нам же только четверг нужно отмечаться. Я думал, только четверг отмечаться. А когда ты попадешь в такой лагерь, оказывается, отмечаться нужно каждый день. Вот, короче, вот так. Завтра вот в 10 надо мне отмечаться, по их словам. И в итоге получается, потому что я, типа, напал на него, на меня пытаются все эти навешать, лапшу, так сказать. Таким образом, что произошло? 3 месяца я его терпел. Всегда я вам говорил, вот с этим ублюдком живу, грязнули туда-сюда. Это все я им предъявлял. Ничего они не предпринимали, эти социалы. И мы дальше жили. Я им 100 раз говорил, нас отделите нас, я говорил. Нет, они принципиально нас засунули, и я там жил, терпел. И потом уже последнее накипение, это было уже несколько раз это происходило, я ничего не говорил. Он возле стола, вот стол там посередине, сбоку стол стоит, это же как бы камера, в камере стоит слева стол, прилепленный к стене, его не сдвинешь. И в итоге получается пионерский лагерь, нет, не пионерский лагерь, это беженский лагерь. И в беженском лагере бывают вот такие инциденты, потому что разные национальности живут, тупорылые. И в итоге, короче, этот у меня инцидент с иранцем был. Иранец, шиит, тупорылый. И, короче, грязнули этот щучка, конкретно щучка, свинья, пыталась мне научить, как правильно жить. Я говорю, отаңны үйретме, отаңны не учи, да, папу не учи, блин, идиот, как чисто жить или грязно жить. В итоге, когда туда пришел, уже я пытался навести порядок, но там срач была пипесовская, с 23 декабря эта срач была.
Я несколько раз 10, наверное, жаловался, что он не моет. Потом он раза 2-3, наверное, помыл за 40 дней, один раз помыл он. И после 40 дней еще 2 раза помыл. Все, 3 раза он помыл полы. Ничего не делает. Ну, я тоже забил. И вот это последнее накипение, что произошло? Он начал снимать при мне демонстративно носки с обувью. Я за столом сижу, что-то делаю. И он демонстративно снимает носки с обувью. Я говорю, ты успокойся, я ему на русском, на узбекском, на татарском. Иди вон там возле дверей снимай, я говорю. Он, чё? Я говорю, уже на английском, наверное, сказал я. Я говорю, иди возле дверей снимай, я говорю, иди вон там снимай. И он что-то ла-ла-ла, короче, на меня, типа, вот так, короче. И потом я его нахрен за шкирку взял, короче, и давай, вытянул я его, короче, вот так он за мной заплелся, короче, вытянул, я говорю, и в коридор, я говорю, ты, хайван, я говорю, чертовый, что ты мне еще будешь что-то говорить, что ли? И вот и пошло-поехало, короче. Он начал кричать, короче, а до этого, перед этим днем то же самое было, я его за куртку выкидывал ночью. Он звал, короче, охрану, короче, он потом в следующую комнату пошел спать. И таким образом, короче, он люлей получал. И в итоге, короче, вот это уже последнее накипение. Я потом пришли, короче, разбираться со мной, что случилось. Я говорю, мне уже надоело, я говорю. Сколько можно вот эту грязь терпеть? Я вам сказал, отделяйте нас. Они не слушают. Вот и получил, я говорю. И все. Поэтому после этого начали на меня писать, что-то та-та-та-та, короче. И потом сказали, давай, выходи, и дали мне комнату другую. Я переехал, все собрал и уехал, не уехал еще, переехал в другую комнату. И там, короче, переночевал, там вещи собрал. Очень много вещей у меня собралось, оказывается. Половину вещей я оставил там, они куда-то на склад поставили, и половину я забрал. Ну, больше продуктов я забрал, конечно. И вот переехал сюда. Приехал 20 километров я ехал, короче, сюда, нахрен. 20 километров я офигел сюда ехать с вещами этими, на велосипеде. Ну, очень тяжело. 2 часа ехал. И в итоге получается самое интересное, то, что они, вот это государство, получается, не хочет даже проверять это досконально, чтобы вот эта вся, канитель была оформлена через ментов. Или там через правильные, так сказать, инстанции. Они не хотят этого даже заморачиваться. Просто они взяли, вот ты виновен и все. Иди, ты виноват, а он не виноват, короче. Представляете? И это европейская страна, которая находится Гаага, куда они хотят привезти Путина. И я просто в шоке, Они сюда хотят привезти Путина. Я просто фигею над обезьянами этими. Просто я фигею над ними. Поэтому я понял одну вещь, что здесь я долго не хочу задерживаться. В этой гестаповской стране я не хочу жить вообще. Это чмошная страна, которая из себя возомнила, полицая, как Россия, как москвичи, короче, себя ведут. Копии, вот как узкожопые себя ведут, себя представили, как они полицаи. Типа им все можно. И вот даже вы видосы, наверное, видели, я делал репосты. Видели, наверное, 4 мента, как фигачит, короче, одного, который его снимал. Ментов кто-то снимал и фигачит. И это в Нидерландах, да, здесь, в Гаге, где-то там, в Гаге фигачат, менты фигачат человека. Представляете, это в Европе, я просто в шоке. Я нахожусь в этой стране, я просто офигеваю. И после того, что они мне, получается, так сказать, пытались меня унизить, они думают, что я, сломаюсь, и я буду поддакивать или что-то в этом. Да, не туда попали, я говорю, не по адресату вообще, Мы, альхамдулилля, люди из СССР, альхамдулилля, мы люди из России, в конце до концов, да, это пока, так сказать, из Башкортостана, и там родом я вообще с Узбекистана, и они пытаются нас сломать и воткнуть свою траекторию. И раз-два, В траекторию мы их будем втыкать, в дальнейшем. И они думают, что через их какие-то там блага, помощь, это мы как будто нуждаемся. Мы здесь чисто временно, как говорится, спасаемся от того, чтобы на войну не пойти там или там в тюрьму не попасть. Чисто из-за этого. А то, что они там пытаются нас гнобить, я считаю, это уже перебор с их стороны. Они думают, что мы, получается, в одном обезьяннике должны жить с этими иранцами, какими-то педиками, как говорится, сами с шиитами, с
чмошными, мы должны жить с ними, и они думают, что мы будем это терпеть. Представляете? Кто мы нахрен? Мы хер положили на Россию, мы из-за того, чтобы не быть терпилами, уехали, и они пытаются нас загнать в эту терпилость. Блин, я охреневаю, блин, над ними. И самое главное, меня допрашивал охранник или социал-турк он был. И переводчика узбека взяли. Первый день, когда инцидент произошел. И переводчик узбек что-то начал, ла-ла-ла-ла-ла, и этот тюрк, получается, гонит на меня. Говорит, что ты приехал? Я говорю, если бы я знал бы, вообще не приезжал бы сюда. Я говорю, а что ты тогда приехал? Говорит, турк мне говорит об этом. Что ты приехал? Говорит, нет, наоборот, меня защищать. А он встал на сторону этих нидерландских законов. Представляете? До такой степени продался. Турк продался, он до меня не защитил, блин, как узбека. Он знает, что узбек, он взял переводчика узбека, он даже примерно понимал то, что он говорит мне, и уже он до этого улавливал. И все это происходило где-то минут полчаса. Мы разговаривали. И это весь инцидент, я просто херею. Произошел, получается, вот этого, то ли 10 вроде бы, 10 марта. И самое интересное, что это допрашивала меня африканка и это турк, социалы. И они, получается, на меня пытались навешать какую-то хрень, да, то, что вот не надо было ему футбол крывать, типа это нападение, это плохо, туда-сюда. Да мне пофиг, я говорю, блин, мне до лампочки. Надо еще морду набью, блин, я говорю, в чем проблема, я говорю. Это типа здесь наказуемо, туда-сюда. Да вообще пофиг, блин, наказуемо оно или нет, блин. Кто бы еще тут наказывался бы? Еще под вас надо ковырять, блин. Вот поэтому я всегда думал, да, здесь, в чем прикол, да, здесь, то, что у нас нету нашей поддержки. Вот нашей поддержки нету, я же вам до этого рассказывал. Ни узбекской поддержки нету, татар вообще там пару штук, башкиртов тоже нету. Вообще самое такое, мы друг друга не поддерживающие люди стали, понимаете? Не... Поэтому я считаю, у вас есть дети. Мне сейчас что-то прилетело в ТикТок, достали. У меня, да, есть дети. Тоже дух надо будить нам. Вот я и говорю, тебе назад в Узбекистан надо. Нет, мне в Узбекистан-то не надо ничего. Мне сейчас тут сюда какая-то сволочь накидала жалобу, что ли. В ТикТок прилетела жалоба, сейчас, наверное, заблокируется. Меня видно? В ТикТоке я еще есть? Или уже блоканули они? Какая-то не ересь скинула уже какая-то сволочь. Меня слышно? Меня видно? Кто-то уже накидал то, что о чем ты есть? А, все, Рахмат. Кто-то уже накидал. Да, и в эфире только я, к сожалению. Да, вот YouTube тоже блокированный. Сейчас я выйду с этого YouTube, зайду другой, короче. Это